Приветствую, приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и у нас сегодня в гости семейная чета. Всеволод Шишкин, командир кавалерийского отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, старший прапорщик, и супругой Расторгуевой Александрой, старший преподаватель Северо-Восточного федерального университета. Ребята, здравствуйте! Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. И я вижу у вас рыба. Что будете готовить? Решили приготовить рыбу по-парижски. Вау. Так. Что за рецепт такой? Ну, когда-то мы были в Париже, естественно, не в этой жизни. И получается, ну, нашли такой рецепт. Очень вкусный, очень даже полезный. И как бы наша семья очень любит грибочки. А то есть, учитывая то, что вы вместе будете готовить, вы вообще часто готовите вместе? Бывает. Бывает, да? Да. Хорошо, это будет рыба. Да, чуть-чуть расскажите, пожалуйста, как вообще все будет происходить, сколько времени займет, даже чтобы у нас было понимание. Ну и потихоньку давайте приступать. Ну, по времени занимает минут 40, час, может быть. Ну как раз успеем, да. Да. Ну то есть, я так понял, это же в духовку, да? То есть сейчас самое главное, я так понял, разделка рыбы и подготовка соуса. Подготовка соуса. Да. Хорошо, давайте начинать. Так. Ножик. Так. Это, я вижу, у вас форель. Это форель. Да, в Сайсарах поймали? В Сайсарском озере. Ага. Ну, нормально, сейчас они же водятся сейчас как раз. На сети. Как раз сезон. Сезон как раз. Так. И шампиньоны у вас, да? Шампиньоны, с грибами. К сожалению, не свои. Ну. Вот в этом году не грибной получился. Не особенно, да? Не особенно грибной. Так, вот надо очищать их так. Вообще у нас семья такая, то что мы грибники, ягодники. Ну, это, как получается, приятно с полезным. И приятно с полезным, конечно. Семейный отдых на природе, получается. Получается так. Ягоды, грибы и так далее. Так, мы с вами общались же до передачи, да? Но у меня более чем уверен, что у наших телезрителей неподдельный интерес. Что это такое, как вы пришли к тому, что кавалерийское? Это лошади? Это лошади. Это лошади, да. Так сложилась жизнь, то, что будучи... Часто, кстати, в нашей передаче так говорят. Так сложилась жизнь. Будучи школьником... Вообще я космонавта хотел, но почему-то стал кавалеристом. Я вот как бы поступил в конно-спортивный клуб и как бы занимался на лошадях. А это где? Был при конной милиции, тогда такой клуб. Вот, занимались скачками, занимались, как говорится, конкур такой есть, преодоление препятствий на лошади. Конкур — это же олимпийский вид спорта, по-моему, даже. Да. Даже, да. Ну, я, кстати, недавно совсем фильм смотрел про девушку. Ну, не суть. Так. Вот. Ну и после чего, опять же, как-то мне так очень повезло. Я пошел в армию. В армии служил в пограничных войсках, в кавалерийском подразделении. И как раз патрулировали на лошадях, ну то есть границы наши? Почти. Я 2 года служил в части, которая занималась обучением пограничников, которые, опять же, будут нести службу. То есть учебная часть. Как учитель я был, получается, как наставник. А откуда любовь к животным вообще? Ну, это же не просто к лошадям, скорее всего, это же вообще всеобъемлющая любовь к животным. Есть люди, которые животных любят, а есть люди-охотники. Шучу. Да-да. Нет, откуда любовь такая? Ну, и, если честно, даже не могу сказать. Просто я могу найти с ними общий язык, скажем так. Даже так надо? Ну, даже так надо, потому что собаки, что лошади чувствуют
людей, получается. Ну да, они же имеют Да, душу. и То есть, надо с ними находить общий язык. ну, некий подход, да? Это же, ну, как бы не банально это не звучало, скорее всего, это метод кнута и пряника. Да, других видов воздействия нету. Чаще всего так, конечно. Ну, сначала показываешь животному кнут, потом, если... Ну, кто здесь хозяин? Да. Ага. Кто здесь хозяин, показываешь. Потом, когда животное уже чувствует то, что все-таки ты хозяин, Да. и оно полностью подчиняется тебе. Ага. То есть, ну, у меня в моей практике не было такого, чтобы лошадь, ну, я не смог усмирить лошадь. То есть я на любую сажусь. И... Ну, потому что лошадь же, ну, как бы по-якутски ат, он гылга, да? Ну, то есть ат это тот, который используется уже лошадь, на которой можно ездить. Но ее нужно объезжать. Не всякая же лошадь подходит для того, чтобы сел на нее и поехал. Некоторые не любят. Нет, это и нет, все. надо Да, потому что объезжать как раз специально же это и нужно. Надо просто подготавливать животное к... Вот потому что на ней ездили. Да, к тому, чтобы ее объездить, получается. Ну, объездить, да, ну, использовать по назначению. Как ты, да, по назначению, что ты собираешься сделать, да? Да. Собственно, патруль туда-сюда и все прочее. То есть лошадь должна к этому привыкнуть, и она должна знать своего хозяина. Ну, то есть кто тут хозяин, правильно? Не всегда лошадь знает своего хозяина в лицо. Ну, когда человек, знающий, садится на нее, он показывает, кто здесь хозяин, и она уже чувствует то, что это хозяин. То есть, ну, это не так, как у собак, скажем так. У собак, как бы, собаки, они своего хозяина любят. Ну, то есть вот он Да, хозяин, да, все, вот, тот, который вот он. кормит, еду Да. приносит, и которому он готов служить до конца. Собака может к кому-то другому относиться, как бы, ну, скажем так, по-дружественному, но все равно будет хозяина признавать. Ну да, а того не слушать, все. Да. Да, у Еду лошади- не берет. Ну, допустим, говорят же, такие дрессированные собаки, только у хозяина кормят. и У всё. лошадей немножко по-другому там все сделано, то есть ты показал то, что ты хозяин, значит ты хозяин. Все. Все. Ага. Чаще всего. Ну, вот то так. есть, опять же, это, как вы говорите, вы умеете находить подход язык, да. и общий язык. Да. Так, и как дальше ваша работа, карьера продолжалась после пограни? Ну, я после армии сразу пришел устраиваться, опять же, в кавалерийское подразделение. Здесь уже. Здесь уже. И как бы устроился, и особого карьерного роста у нас вот именно в кавалерийском подразделении нету. Ну, я уже работаю в этом подразделении 17 лет. Ну, вы командир. Я командир. Но вы же не с первый же день сразу пришли командиром, правильно? До того, как я стал командиром, я примерно работал лет 10-11, то есть кавалеристом, водителем был. Ну, все в одном подразделении, в своем маленьком подразделении. То есть, ну, скажем так, я не стремлюсь к каким-то высотам, там, полковник, генерал или еще что-нибудь. Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится, которое, как бы, которое у меня очень хорошо получается. Ну, любимое занятие, мне кажется, это и есть счастье. Тем более, если за это деньги платят, то... Тем всё более, это- вот, да. Да, как говорится, это уже большое счастье. Правильно? Так получается. Так, и сразу вопрос, какие у вас обязанности? Как вообще создавалось вообще это подразделение, да? И какие у вас обязанности? Потому что, ну, казалось бы, я и вам тогда говорил, и сейчас могу сказать, ну, вроде 21 век, китайцы там вон на летающих такси ездят, все патрулируют и все прочее, а тут лошади, как это, слишком архаично, вспоминается 18 век. Все подразделение, вот кавалерийское, именно в нашем городе, сформировалось в 1994 году, когда было очень беспокойно, ну, 90-е годы, начало 90-х, Ну, развал СССР. Лихие, Лихие. как мы их называем, Да, так за глаза. лихие 90-е. И, получается, все это дело, когда расформировалось, СССР, я говорю, здесь начались беспорядки, и было принято решение создать кавалерийское подразделение для подавления беспорядков, Скорее всего, массово. массовых беспорядков. То есть лошадь, она очень такое животное, вроде бы как нежное и вкусное. Так. Ну, Вот. не без этого, ну, как бы, Да. скажем так, есть грешок. Ну вот, но когда лошадь идет на человека,
неважно, человек в толпе, не в толпе, это очень страшное дело. Ну Тем да. более, если всадник, то есть это еще визуально. С нагайкой. С нагайкой, Или шашкой. с дубинкой. Шашкой. Ну, с чем угодно можно. Да-да-да. Кстати, вот в 90-х годах с шашками ездили. Ух ты, ничего себе. Казачий полк, наверное, какой-то такой. Вот. Шашки наголо. Ну. Вот. И, то есть, тогда очень хорошо это эффективно как бы, ну, Использовалось. да, и лошади показали себя. И, насколько я помню историю, сначала лошади были в аренде у ЯГСХ, потом, Ясхи тогда, скорее всего, было еще. возможно, Да-да-да. я Потому что тогда был помню очень это время. Да. мал. И потом, скорее всего, вот когда они показали свою эффективность, было принято решение Свой уже. да, своем конском составе, своей конюшне и так далее. Ну вот по сей день мы как бы службу несем, не допускаем каких-либо беспорядков, пресекаем вот массовые драки. Очень хорошо, эффективно себя лошади показывают во время празднования национального праздника Исах. Исах. Да. То есть Ну да, как раз машины не могут доехать, толпа. И если вдруг, не да. дай бог, что-то, да. да, То есть какой-то конфликт назрел, по рации сообщили, в раз и там. и конфликт, и лежит человек плохо. Как правило, у нас же праздник проходит в очень жаркое время года. И очень много людей, как бы, обморок, еще что-нибудь, сердце плохо. Вот. И очень эффективно у нас лошади доезжают до любой точки. То есть помех для них нету, ни толпа. Да, сквозь толпу, да, потому что машина одно проехать скорая, а тут лошадь раз Да. и По быстрее. автостоянке то же самое, толпа, палаточный городок, вообще никаких преград у нас нету. То есть, Там, где человек пройдет, раз, и лошадь да, прошла. очень эффективно. Даже бывает там, где человек не пройдет, лошадь иногда проходит. Ну да, вдруг там лужица или там вброд что-то быстро Да, перейти. да, Да. Ров какой-нибудь, да? Да. Так. Вот. Все-таки, учитывая наши климатические условия, это же все равно имеет некую сезонность. Да, это сезонно, получается, Минус 50, наверное, тяжело патрулировать. очень тяжело. Так, и лошадям тяжело. Как правило, мы выезжаем, начинаем, как бы открываем сезон, как это у нас называется, на проводы зимы. Это уже в апреле. Это последнее воскресенье марта. Да, начало апреля. Так. Да. И вот уже с тех пор начинаем ездить. Просто там не столько тяжело, сколько холодно, получается, Всаднику. всаднику, потому что когда на лошади сидишь, как бы затекают некоторые мышцы на ногах, и вот ноги очень сильно ноги замерзают. может. Да, ноги замерзают, потому что без когда- движения, потому что. Да. Когда сидишь, артерии пережимает, и очень, как бы, не Некомфортно. очень уютно. Когда-то нас хотели. Надо как бы- лошадь с подогревом придумать. Нет, ну как бы в деревнях ездят табунчики те же самые, но они одеваются, извините меня, там, Соответственно, да. в валенки до самого пояса и так далее. Такие наколенники. Да. А это же будет как бы стеснять наши движения при каких-то исполнении своих обязанностей. Вот. Быстро спешиться, побежать, Да. всё такое. Ну да, понятно, да. Поэтому у нас лошадки зимой как бы стоят. При этом личный состав у нас задействован по охране общественного порядка в пешем, в автопорядке. То есть вы просто люди, без лошадей люди-то, конечно, работают. люди работают, естественно. Понятно, да. А сколько много на работу работает вообще? Штатная единица. Сколько? Скажем так, кавалеристов 11, я 12, и также у нас 12 лошадей. 12. То есть я в составе патрулей тоже езжу. То есть каждому сотруднику прикреплена Да. своя лошадь? Да. То есть за которую он, соответственно, скорее всего, и ухаживает сам, кормит, и Ну как да, хозяин относится. Да. Вот так даже, да? 12 лошадей, да. Немало. И как бы еще свои водители есть, но они как бы в штат кавалеристов не очень входят. Вот. Ясненько. Давайте немножко поговорим про семью вашу. Как вы познакомились? Как давно вы вместе? Это вот Александр как раз. Давайте, хотел Александр, рассказать, наверное. рыбу. Познакомились мы еще в детстве. Любовь с первого взгляда практически.
Ну, можно и так сказать. Ну, мы Так. только познакомились в детстве. Ага. Вместе-то стали быть гораздо позже. А так мы вместе ходили в подростковый клуб «Подснежник». Там мой папа вел занятия у подростков по, сейчас называется, спортивное ориентирование. Мгм. Туризм. Да, туризм. Мы Да-да-да. учились Полоса зажигать препятствий и костры, все прочие дела, да? Да, полосы препятствий проходить, по лесу, Тогда еще, наверное, ориентироваться. зорница и все прочее были. Компас, ну да, Ага. можно и так сказать. Ну, потом какое-то время не виделись, и вот когда Сила вернулся с армии, мы как-то так встретились в одной компании, скажем так, вспомнили. Былое? И как-то очень быстро Стали жить вместе. стали жить вместе. Ну, затем поженились, Ага. детей родили. А сколько у вас детей? Ну, вот мы совсем недавно стали счастливыми обладателями третьего ребенка. Обладатель, как-то звучит, как-то... Ну ладно, так. Ну, вот. 4 месяца у нас дочки. 4 месяца, ага. Круто, поздравляю. Спасибо. Сейчас ее пока что в школу отдали, ну, чтобы здесь не мешалось. Тут бегает там, и так далее. Вы же на съемки еще детей хотели с собой забрать. Ну, Посмо- не стоило бы. Да, посмотреть, как все происходит, да? Детям же, как правило, Любопытно им, да. все интересно. Ага. Нет, у нас старшие-то они чуть-чуть постарше, получается. Мгм. Получается, одному 13, одному 12. Пока что еще Ну, зато 11. помогают за ребенком смотреть наверняка. Да, Да, хорошо ну, тоже. помогают. Везде свои, как говорится, плюсы. Да, по хозяйству чуть-чуть помогают. Да, младший сын у нас любит готовить. А, уже. Весь в папу. Так что О. следующую передачу можно сына к вам сюда. А, уже сына. Так. Да. Эмилия, имейте в виду, люди уже предлагают на следующую передачу. Круто. А то у вас чаще готовит супруга, наверное, скорее всего, да? Чаще всего я готовлю. А, даже так? Да. А, ничего себе, ничего себе. Кухней у нас заведует папа. Ага. Наверняка и фирменные блюда есть. Какое-то, что любите больше? Как бы на очень фирменное, скажем так, не хватает времени, как правило, работа. Мясо по-французски готовим. В разных вариациях. То есть у нас дети очень привередливые. Бывает, ест мясо сегодня, бывает, уже не ест сегодня мясо. Я И сегодня вот- вегетарианец. Да, и вот как вегетарианец, как истинный вегетарианец, у нас, например, младший сын мясо по-французски ест с курицей. Там же нету мяса, получается. Да-да-да. Ну, вот как-то так получается. А, из курицы тогда будут эти, да? Но это же не мясо. Ну. Понятно. А откуда страсть к готовке? Получается же, вы любите готовить? Ну да, ну как бы я с детства всегда. Как-то так получилось, то, что я готовил. Не, ну я к тому, что если и семья, то, как правило, ну, больше готовит супруга, а тут у вас получается немножко. Как-то так получилось, то, что когда мы стали вместе жить, я на себя эту обязанность взял по готовке. И как бы Саша потихонечку отстранилась от кухни. И как бы на мне все это дело и осталось. Это был хитрый ход манипуляции, да? Ну, получается, да. Все основные блюда на севе, да. На мне супы, салаты, сервировка, уборка после всей готовки. Ясненько. Так, ну, немножко расскажите, да, пожалуйста, в блюде, да? Ну, грибы, я так понял, мелко нарезаются. Мелко нарезаются, обжариваются, они при обжарке очень сильно сжимаются. Ну, в объеме теряет, потому что же, знаешь, Вода, грибы, конечно, да. да. Чуть ли не 80% как человек. Это получается соус. То есть, Будет грибной соус. Получается грибной сметанный соус. Получается, берется рыба, желательно, Красная. ну да, желательно красная, лососевые породы. Можно взять что-нибудь поскромнее. Ну, Вот. наша рыба тоже, наверняка, подходит. Наша рыба, которая, то есть, Ну, якутская, я имею в виду, чирь, там, омуль. тоже подходит, конечно. Конечно же подойдет. Конечно, да. Да. Нет, я про нашу рыбу я подумал про сайсарскую нашу, там, как не. карась. Там, Карась, вообще. ну, скорее тяжело. Да. Круглоглазый Там карась. очень тяжело, там слишком много костей. То есть, делается филе рыбное.
приправы, отдельно делается соус, все это дело заливается в духовочку на 25-30 минут. И потом... Ну да, но мы нашего Семена попросим, он уже, скорее всего, готов духовку. Уже? Ну да. Уже подготавливает, ага. И вот после всего вот этого получается очень-очень даже вкусненькая штучка. Попробуем. Да. Самая любимая часть передачи, конечно, да, мы обязаны будем это попробовать, да. Александра, давайте теперь про вас еще немножко поговорим. Вы старший преподаватель. Да, я старший ЕГУ, преподаватель, СВФУ, который сейчас, да. который сейчас с СВФУ, юридический факультет. ЮФ. Да, ЮФ. Угу. А как вы выбирали свою профессию? Ну, я пошла по стопам мамы. Так. Мама у меня тоже преподаватель, доцент. Уже очень давно. Ну, как-то так получилось, да, что юриспруденция мне близка. Я закончила в 2012 году специалитет наш, юриспруденцию, и потом поработала в свободном плавании, так сказать, в разных фирмах. Юристом? Да. По специальности, получается? Да. Ну, то есть, получается, опыт набирались? Да, опыт набирала, а потом пришла к нам в университет учить будущее поколение юристов. Так, это надо вот так, Это я вот так и вот так. Это на максимальный. Максимально, да? Это максимальный, можно чуть поменьше. Нет, пусть сначала нагреет, а потом можно. Она нагревает мгновенно. Ну, да, да. Вот вкусе, что это такое. Еще мы занимаемся вот с Ольгой Юрьевной Ильиной, это моя мама. Мы Чем еще раз? занимаемся юридической клиникой. Да, вот, вы мне начали рассказывать, да, ну, в моем понимании клиника это вроде как больница, да, а тут юридическая клиника. Ну да, тут получается Что это такое? лечим правовую неграмотность, скажем так, да. Лечите прямо? Ну прям лечим, да. Мы Вот так, чуть-чуть. рассказываем, проводим лекции, работаем с гражданами, которые обращаются. С населением. С населением, да. Ну, это вообще двойной такой плюс. Практика вообще в России есть, и у нас при СВФУ тоже открыли юридическую клинику. Двойной плюс в чем? Вообще юридическая клиника – это плюс и для студентов, которые непосредственно в ней работают под, получается, как, присмотром старших преподавателей, своих товарищей, да. Они получают опыт работы с людьми, опыт юридический, практический опыт, да. Как мы знаем, сейчас образование у нас практика ориентированная. И с народом, уже и законы уже знали, и все прочее, да? Ну, законы они в любом случае должны знать. Ну да, нет, но они меняются, ну чтобы, нет, знать и применять. Ну, Да, чтобы, да, умели да. применять. Грубо говоря, то, что мы называем на полях прямо. Да, побывать на полях. да, Одно дело ты совершенно знаешь, верно. а вдруг не знаешь, как применить. Ну, то есть люди же бывают, первый раз в суд приходят, теряются, не знают, что там сказать и все прочее. Ну, это как человек, которого привлекали, шутка. Приходит неоднократно. Да, неоднократно. Не знаешь, что сказать и как себя защищать. Потому что же все-таки есть одна позиция, есть другая позиция. Да. Где-то там золотую середину найти. Совершенно верно, да. Да. И вообще мы работаем не только в городе, то есть обращения принимаем не только в городе, ездим в ВУЗы, периодически выезды у нас проходят для работы с населением, проводим семинары по повышению правовой грамотности. То есть, получается, в вашу клинику может обратиться любой человек практически? Да. И это как? Каких-то денег стоит? Это благотворительные? Нет, это бесплатно абсолютно. Любой гражданин может обратиться за помощью по закону, соответственно, имеющий на это право, за бесплатной юридической помощью. А с какими чаще всего обращения граждан? Ну, то есть, если вы Чаще всего это бытовые сделки, возможно, займы, это бракоразводные какие-то моменты, процессы, да, или оформление документов.
необходимых. Вообще с очень Сопровождение разными, сделок, да? с очень разными Суде как? проблемами, да, обращаются. Ну, то есть это, получается, предварительные эти, что, как, что сделать, как подойти к этому, да, юридически правильно. Больше консультаций. Консультационного, да, плана. Ну, В то есть основном, да, это до того уже, как консультация. дело дошло до суда, это уже практически же крайний случай. То есть, Да, полностью подготовка правовой позиции, написание искового заявления. что он имеет Да, право, что он может что он сделать. может, да, в данной ситуации, что он может предпринять, как будет правильно. Да. То есть человек истолковать этот момент, да? Ну да, это важно. А то люди же чаще всего не знают, с какой стороны взяться, и дело иногда доходит до самосуда. Конечно. Да, да. Говорят, гори все огнем, и пошла массовка. Так. И в это время конная полиция должна приехать. Подскакать. Подскакать, да. Говорит, так, ребята, так делается. Давайте-ка вот будет юридическую консультацию. Ну да, чаще всего так и есть. Не, ну, что, То есть сейчас можно сказать, даже в каком-то семейное дело. каком-то аспекте вы можете спокойно друг друга дополнить. Дополнять, да. Дополнять, да. Очень часто возникают какие-то ситуации, когда нужно знать и в гражданско-правовом поле, Но на котором я специализируюсь, и в административном, и в уголовном, на котором больше всего специализируется. Мгм. Так, а между тем, лук я видел, вы до золотой корочкой поджарили. Ага. Так, шампиньончики. Шампиньончики, ну, время сейчас немножко сжато. Рамками передачи. Ну да. Ага. Я обычно делаю, чуть-чуть воды добавляю и оставляю тушить. А, То есть вода начинает кипеть. да, да, и это чтобы она подошло какое-то время Да. само, да? Здесь чуть-чуть, если В темпе? в темпе вальса, то нам надо. вода сама вот как бы чуть выпаривается, и не надо тушить, получается. Угу. Поджарка получается, Ну, грибная. не очень. Кстати, вот мы как заядлые грибники очень часто готовим, собираем грибы и готовим их на зиму. Вот. И вот, Запасаетесь, маринуете? вот именно обжариваем. То Ага. есть очень многие люди, когда заготавливают грибы, они просто замораживают целиком грибы. Чистят, замораживают. Они тогда очень много места занимают в морозильной камере. Так. Здесь мы, грубо говоря, ведро собираем грибов, и из ведра вот такая сковородочка получается. Мгм. Фасуем в морозилку, Зык. разморозили зимой, И аромат тебе свежий. да, с картошечкой, и вот лето, Вспоминаете. ну да, скажем так, из пакета достаем лето. Вот оно уже почти приготовилось. Грибочки, в смысле. Наша парижская рыба. Да. Парижская рыба, кстати, рыба тоже. А рыбку Так, мы а тем уже временем уже подготовили, филе. Филе Да, уже. покажите, да. На пожалуйста. филе разделали. Так. Поперчили, Поперчили, я смотрю, Поперчили, посолили. У меня здесь смесь уже чеснока сухого, соли и перца. Мгм. С Для аромата. с обеих сторон немножко приправила. Мгм. Остается залить это всё дело это залить. соусом. Вот. А вот что касаемо кавалерия подбегает, самосуд разрешает, что очень хорошо радует. Дисциплинировался у нас народ сейчас, меньше стал пить, меньше стал гулять. Как бы работа у нас не уменьшается с этим, но все равно то, что радует, то, что немножко столица начинает... Ну, то есть вы сейчас, На скорее уровень. всего, как сотрудник говорите словом статистики. Да, конечно. Да, ну то есть что было в 90-е, 2000-е начало, да, мы знаем, Да. конечно, да, были, ну, не зря же мы их называем лихие 90-е. Те люди, которые я был, там сам был студентом, ведь 90-е Ну да. годы, да, по Сайсару сложно было ходить пешком просто вечером. Ну, а сейчас... Это было нормально. И причем это казалось как бы это вроде как нормой. То, что пошел вроде одетый и с телефоном, а пришел без телефона. И без, раздетый. и без шапки, Да. и без шапки. А возможно и с пробитой головой, да. Но В порядке вещей. это были наши реалии, да. Через автовокзал. Я жил на Курашова, с спортзала выхожу юности, и пока дойду, пару конфликтов обязательно. Либо хорошо, что быстро бегал. А там еще клуб всем известный был Да-да-да. в самом автовокзале. Автовокзале, да. Ну, вот. Так, дальше. Сметанка. Сметанка.
Мне захотелось передачу по 90-е сделать. Кого-нибудь пригласить, повспоминать. Так. Это уже получается такой Это почти что готово. сметанно-сливочный соус. Ну да. Вы все делаете, я так смотрю, ну, примерно на глаз, да? Всегда на глаз. Ну, то есть не берете там так 300 грамм сметаны. Нет, вот как раз То мы есть это всегда же делают опытные люди. вчера с супругой как раз насчет этого говорили. И она говорит, Надо, так, наверное, будет надо интересно. вот, да, людям будет интересно, сколько вот в граммах и так далее. И вот очень долго мы с ней спорили по поводу вот этого Не, ну всего. у нас такая передача, мы даже рецепты в конце передачи не выставляем, хотя иногда нас просят и говорят, а чего вы, говорит, такое вкусное блюдо, говорит, так хорошо у вас получилось, ну, это тот или иной гость готовит, почему, говорит, рецепт? Нет, говорит, ну, не знаю. Как-то вот. И мука, Мука. чуть-чуть, Для густоты. для густоты. Ага, тоже на глаз, все, профессиональное у нас все. Вот столько хватит. Вот столько должно хватить. И это же, ну, рыба, она сама по себе быстро готовится же, да? Тем более красная. Ну, в принципе, соус, он как будто бы Он уже готовый, готовый, да, это уже получается Да. субпродукт. Да. Тем более, я так понял, его это будет верхний слой. Это верхний слой. Ага. Ну, мы еще дома как бы... Это вот рецепт настоящий. А дома мы еще готовим... Настоящий, не настоящий готовите. Да, мы еще Мы добавляем любим сверху экспериментировать. сыр, добавляем еще. Очень вкусно получается. Для корочки. Для корочки. Ну да, я бы тоже добавил бы. Ну, то есть тоже получается что-то типа французского. Ну да. Парижская, французская. Парижская, Все французская. рядом. Как вы относитесь к якутской кухне? Положительно. Хотя есть некоторые блюда, которые я бы не стал бы есть. То есть, ну, скажем так, вот карась. Карась, в принципе, рыбу ем, но слишком много костей. Вот. А так, очень даже положительно. Сами иногда готовим. Что мы там готовили? Кровяную колбасу. Кровяную колбасу. Там. Это готовите. Ну. Харту. То есть очень даже положительно. Ну, тут живете, как говорится, да. Ну, вы не вегетарианцы. Нет, Чуть-чуть. Чуть-чуть Да. иногда, да? Чуть-чуть, совсем. совсем не вегетарианцы. Итак, мне кажется, это уже финальный аккорд, да? Угу. Это мы отключили. А я отключил уже. Все. Аккуратно выкладывается. По-парижски. По-парижски. Так. Плитка перестала гудеть. Наконец-то хорошо все слышно. Да, как-то делали с мамой в хан. сторону. Мыли Ложим. кишки. Ложечку надо. Разровнять. У меня такое ощущение, что можно и без духовки уже начать кушать. Такие ароматы стоят. Да-да-да. Рыба же, красная рыба же можно и так. Лимончиком и Лимончика тартарчик. не хватило. Да? Семен, наше уже готово. Да, давайте в духовку. Минут на 20. Спасибо. 180. Да, примерно на 180 градусов. Возьмем немножко паузы. Так, между тем, Семен нам уже несет наше готовое. Я вот сюда ставлю к вам. Да. Ну и вот у нас Такое Семен подготовил тарелочки. дело у нас получилось. Подрезать зелень, да? Угу. Большим? Да, большой. С какой стороны начинать будем? Как обычно вы делаете? Мы обычно так целиком едим. Вот так прямо. Раз, два, три и налетай, да? Семья большая. Ой, Кто успел, тот и ребята, съел. действительно, тут Парижем пахнет. Я там тоже не бывал, но слышал. Но слышал, что там так пахнет. Пахнет именно так. Именно так, да. Будем представлять себе Париж. Рыба по-парижски же сказали. Мгм. А вы по-братски на 4 разделили. Ну, Да, так получается. Хорошо. Горячо, да? Держите вот. Ух.
Ой. Вообще тема. Рыба прямо. Так, нет, вот давайте Давай туда. я буду украшать. Ага, и вы уже будете украшать. И еще одно. А это мы главному режиссеру отдадим. Или звукоператору. Или продюсеру. Вот редактор тоже машет, стоит, говорит, вот да. Давайте это. Скорее всего, голодные. Да, скорее всего, все голодные. Так. Чем не ресторан, да? Хотя у нас и ресторан, без ресторана бывает вкусно. Ну что, берите. Приятного аппетита. Давайте попробуем, что у нас получилось. Чуть-чуть надо вот так сметанки, соуса. Фантастик. Вообще тема. Ребята, вы супер. Прямо хорошо получилось. Очень здорово получилось. Нет, ну мы можем, конечно, стоять до конца передачи, это все съедать, да? Всеволод, я знаю, у вас есть история, да, вы как-то помогли гражданину, ну, которых мы называем без определенного места жительства. Что за история такая была? Расскажите, пожалуйста. Ну, как так получилось, к нам обратился человек без определенного места жительства. Многие называют их бомж, бич, Да, бомж, бывший бич. интеллигентный человек без определенного места жительства. И, ну, пожалуйста, на то, что он устал от жизни вот такой нехорошей, попросился к нам, ну, поработать. Это еще при милиции было. Вот, мы его сначала неофициально у себя, грубо говоря, эксплуатировали, потом мы ему помогли сделать документы. Человек без документов, без ничего. Без ничего, полностью никто был. Мы ему помогли сделать документы, как бы поставили его на путь такой, то, что он, ну, бросил пить, сделали документы, официально устроили на работу, и он у нас как бы работал вольнонаемным. И потом мы ему нашли более оплачиваемую работу, и он уехал спокойно работать. Вот. А так, ну, если... Это моя личная история. А так, вот, система МВД, система Минздрава и правительство республики, у них есть целая программа по помощи вот таким людям. Не реабилитация, она называется «Путь домой». То есть очень часто люди без определенного места жительства, которые вот на остановках очень грязные и так далее, они попадают просто в тяжелую жизненную ситуацию, из которой просто они могут выйти. Я бы сказал, тупиковую. Да, практически. Ну, тупиковые ситуации, как бы это очень редко тупиковая. То есть мы помогаем их как бы с медицинской точки зрения обследования, со стороны МВД мы им помогаем оформить документы, восстановить документы. Юридическая, вот же, опять же. Да, и мы, составляющая, не без этого. Ну, я говорю, мы, это целая команда, то есть это МВД, Минздрав и правительство республики, мы их отправляем туда, откуда они приехали. То есть они приехали с деревни, и здесь у них, ну, как-то так получилось, то, что все, вот он здесь. Раз и ноль. Да, а он в деревню приезжает, у него там хозяйство, ему некогда просто пить. И он там остается нормальным человеком и, опять же, восстанавливается. Как личность восстанавливается в обществе. Ну что ж, очень похвально, да. Ребят, мы, да, действительно очень много сегодня разговаривали про работу, да, поговорили с вами, познакомились, тесно, скажем так, плотно узнали. Как вы отдыхаете? Вот, совместный отдых, что? Либо времени нету, либо это как бы работа как отдых? Нет, ну, лес, рыбалка. По грибы упомянули. Грибы, ягоды. Вот, на Сахаре, форель. Да. Рыбалка. Ну, только так, если. Так времени не хватает. 3 детей, хозяйство там свое, небольшое. Кролики, курицы. Даже так. Ну, а что ж делать? Ничего себе, круто. Так. Ну ладно, да, действительно, мне подсказывают, что наша передача, эфирное время у нас заканчивается. Да, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, на эту камеру ваше пожелание для наших телезрителей. Пожалуйста. Ну, что я могу пожелать? Ну, опять же, могу только напомнить про телефонные звонки непонятных людей, чтобы люди не верили всему этому, потому что, опять же, вот эти вот лица без определенного места жительства, как-то у них складывается так ситуация, то есть
идет начало откуда-то. И вот чтобы люди не велись вот на вот эти все звонки с банков, брокерских этих, то есть... Ну, поменьше да. попадали мошенников. Да. Чтобы не было вот таких вот ситуаций. Меньше они будут вестись на провокации мошенников. И как бы нам меньше работы, нам спокойнее будет. И люди будут намного, как бы им будет спокойнее. Ясно. Александра? Я пожелаю нашим соотечественникам юридической грамотности. Для этого можете обращаться в юридическую клинику. Да, немножко рекламы не помешает, тем более, что она у вас, скажем так, да, юрист и абсолютно бесплатно, да, социальная направленность. Бесплатное оказание юридической Скорее помощи. всего, многие узнали впервые, что отдельным вообще такое категориям. есть. Да, несмотря на то, что работаем мы уже давно, ну, многие знают, но еще не все. Да. А я еще расскажу, что у нас сегодня были супружеская чета Расторгов Александр, старший преподаватель из УФУ, и командир кавалерийского отделения Шишкин Всеволод. Спасибо, ребята, вам, что были сегодня гостем нашей передачи. А я, Петр Цепандин, нашу передачу на этом мы заканчиваем. Будьте здоровы, друзья, и кушайте, как мы всегда. То, что мы говорим. Просто вкусно, да. Не, у нас действительно получилось сегодня просто вкусно. Спасибо, ребята. Спасибо.